не нравилось, но потом как-то я приехал. А вот сейчас среди знаменитостей популярно набирают обороты участие в различных акциях, проектах, они создают свои фонды поддержки, любой новой мероприятии или организации. Как вы к этому относитесь? И принимаете ли сами участие в акциях, фондах? Ну, все зависит от того, какая это акция. Если она мне нравится, я не принимаю участие. Если она мне непонятна, я не принимаю участие. Надо на каждую конкретную акцию смотреть как более здраво. Я, например, не понимаю, зачем сейчас все холодной водой обливается, и в чем здесь прикол. Но вы этого не поддерживаете? Нет, ну, в общем, люди же всегда обливались холодной водой, да? Ну, там закаливанием занимались, или еще чем-то. То есть, собственно, в чем здесь такая какая-то новизна идеи, мне не совсем понятно. Есть такой холодный источник в Сарове. Я туда, когда окунулся, там где-то 4 градуса. Было очень жарко наружу. Я понял, что когда резко в холодную воду окунаешься, ты не можешь сделать вдох. То есть, видимо, как-то вот какая-то такая судорога происходит. Это ужасно страшно. Ты выныриваешь и понимаешь, что не можешь вдохнуть там несколько секунд. Это довольно страшно. Кажется, гораздо страшнее, чем было в садике. Здорово, но тем не менее вы являетесь активным общественным деятелем. У вас есть своя страничка в соцсетях, свой сайт, свой блог, который вы активно развиваете. Следите ли вы за тем, что в социальных сетях пишут о вас в группах за отзывами читателей? Ну, иногда смотрю, листаю, так не то чтобы слишком активно, но иногда заглядываю в группу, мне интересно. Там много выкладывается, вот сейчас есть там несколько сообществ, где выкладываются, рисуют картинки, там мотиваторы, демотиваторы, иллюстрации. Мне кажется, очень высокий уровень иллюстрации, вплоть до того, что издательство, наверное, могло бы даже использовать их в качестве внутренних картинок, потому что уровень художников очень высокий. Их уже довольно много, этих иллюстраций. Еще такой вопрос. У любого человека, неважно кто он, писатель, журналист, обычный бродяга, есть мечта. И она есть по-любому у вас. Что за мечта? Ну, как у каждого человека, наверное, мечт много. И самая заветная? Ну, не знаю, я, наверное, самое заветное пока по себе оставлю. Пускай она будет моя. Но она есть, конечно, да, как у каждого.